Саламатсыңарбы? Биз Билесиңби KG долбоору Билайн жаңы кеңсесине конокко келдик. Биз бүгүн сиздерди Билайндын жаңы кеңсеси менен тааныштырып чыгабыз. Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать в нашем офисе. Добро пожаловать. Пойдемте, я вас познакомлю с нашими сотрудниками, расскажу про наш офис в целом, про концепцию нашу. Рада приветствовать еще раз. Мы переехали в новый офис, как вы уже знаете. Находимся мы по адресу улицы Ибраимова, 115. Наш офис, получается, в нашем распоряжении 3 этажа. На первом этаже находится офис продаж и обслуживания, также отдел по работе с корпоративными клиентами. На втором этаже у нас расположены как резиденты, так и нерезиденты нашей компании. То есть резиденты — это те сотрудники, за которыми закреплены постоянные рабочие места. И есть также нерезиденты, которые являются мобильными, и в течение дня они могут поменять свои рабочие места 2-3 раза, кому как удобно. Вот, прошу обратить внимание, это наша рабочая зона, где сотрудники могут в неформальной обстановке поработать. Да, и как раз таки вот здесь находится наш сотрудник Диас, который расскажет, расскажи, пожалуйста, Диас, пару слов о впечатлениях о новом офисе, пару слов. Ну, он очень клевый, очень приятно работается, много где просто, где можно просто сесть и работать. Мне кажется, в наше время это самый идеальный, когда ты можешь прийти куда-нибудь, сесть просто на какой-нибудь пуфик и в свое удовольствие работать. Главное, комфорт при работе. Спасибо большое. Вот как раз вот такие вот диванчики расположены. Здесь у нас проводятся встречи, здесь у нас проводятся переговоры. Также сотрудники могут просто прийти перекусить, если во время обеда, на полднике. Ну и те, кто не успел позавтракать дома, они тоже могут прийти сюда. Также у нас есть еще одна зона. Мы называем зону, эта зона как терраса. Здесь более спокойная обстановка. Вот как раз таки сотрудники наши сейчас находятся за рабочими местами. Здесь очень комфортно, тепло, уютно. Здесь у нас расположена библиотека. Вы можете, то есть каждый сотрудник может прийти посмотреть и получить для себя какую необходимую литературу. Наша библиотека пополняется самими сотрудниками, ну и, конечно же, нашими топ-менеджерами. Вот. Окна у нас здесь большие, также здесь хорошая вентиляция. Айдана, скажи, пожалуйста, пару слов о своем рабочем месте, как ты себя чувствуешь? Уютно. Да, очень уютно, хорошо. Спасибо большое. Здесь вот у нас как раз таки все наши награды. Есть специальное место, где можно будет это все посмотреть и порадоваться. Да, пойдемте посмотрим. Здесь очень много разных сертификатов, дипломов, благодарственных писем. Это все награды за проведенные проекты, сертификаты. У нас в компании сейчас нет такого, что есть направление. Любой сотрудник из разного подразделения может сидеть вместе за одним рабочим местом, если ему удобно. Допустим, у нас коллеги из технической дирекции могут сидеть с маркетологами, с финансистами, с бухгалтерами, с юристами, не обязывающая атмосфера. Вот такие вот локеры у нас есть. У каждого сотрудника имеется свой ящик, где он хранит свои личные вещи. За каждым сотрудником закреплен локер. Как раз таки мы проводили среди сотрудников розыгрыш этих ключей. Вот. И вот как раз таки вот вы видите здесь, мы здесь храним свои кружки, вещи, все, что необходимо. Кухня, нагрузится холод. Вот наша кухня. Сотрудники, всем приятного аппетита. Здесь у нас вот сотрудники обедают. Здесь у нас вот зона для чаепития. У нас в офисе также есть кофе от Q. Вот если сотрудник желает выпить кофе, насладиться круассанами, какао, он приходит сюда и это все покупает. Вот. А мы направляемся дальше. Я хотела бы рассказать немножко о наших митинг-румах, то есть это комнаты для встреч. Ну и немножко рассказать дальше про наши места. Вот такие вот также есть места для переговоров. Здесь мы просто можем сидеть, отдыхать или также проводить встречи с сотрудниками. Да. Мебель мы все заказывали. Здесь у нас проводится командная работа. Здесь работают проектные менеджера, которые думают над идеями. Вот как раз таки это тоже такой проектный уголок, где все собираются, обсуждают. Это наши митинг-румы, как раз таки здесь проходит сейчас встреча. Вот. Ребят, всем привет! Скажите, пожалуйста, пару слов, я думаю, вы скажете пару слов о нашем новом офисе и, в частности, о митинг-руме. Вы частый посетитель, поэтому я думаю, что вам будет есть чем поделиться. Ну, наверное, начну с того, что мы переехали недавно, мы уже привыкли к этому. Шикарный офис. Митинг-румы мы занимаем, потому что мы любим общаться, наверное, в закрытом помещении. А так как вы видите, в принципе, в митинг-румах у нас планирование, чекинг задач, выполнение и так далее. Вот. Так, наверное, правильно будет у коллег спросить. Это задачи, которые обсуждаются, либо это планы, вы можете прям пройти и показать, что мы здесь, вот крупным планом, скорее, пока нельзя, но это задачи, над которыми думают ребята, есть задачи, которые выполнены, есть задачи, которые сейчас в работе, в реализации, поэтому вот так вот. Полностью показать запись пока не можем. Спасибо большое, ребят. Да, здесь ребята
могут, когда думают над идеями, могут немножко отвлечься и поиграть в шахматы, в шашки, кому что удобно. Вот. Дальше. Да, это наша большая, это очень большое. Здесь у нас проводятся очень большие собрания на всех сотрудников, то есть это большой такой зал, это наше преимущество. Вот сюда, здесь мы проводим как внутренние, так и внешние собрания. Возможно, это будут какие-то проводятся семинары, тренинги, как на сотрудников, так и вне, как я уже говорила. Также вот такие вот рабочие места. Любой желающий может присесть, поработать, провести переговоры. Да. Приветствую. Пожалуйста, расскажи о своем рабочем месте, как тебе работается за этим рабочим местом, как ты себя чувствуешь в новом офисе. Все хорошо, мне нравится. Я сегодня сюда первый раз сел, до этого в другом месте сидел, ну, как бы, синхронизация, обмен опыта, вот. Сейчас у меня все хорошо, спасибо, что Я очень рада, спасибо большое. Также я хочу вас познакомить с девушкой, которая принимала участие во всем этом переезде, во всем вообще в планировании и которая участвовала от нуля. Сначала до переезда вообще. Ее зовут Аджар, я думаю, Аджар расскажет нам пару слов, как это все было и как ты сейчас чувствуешь себя в новом офисе. Всем привет. Ну, на самом деле мы уже здесь, наверное, больше 2,5 недель, и такое впечатление, как будто мы всю жизнь здесь были. Мне нравится, как люди вместе общаются, больше времени проводят. Наша основная цель была это убрать границы и убрать стены между подразделениями, чтобы максимально были кроссфункциональны. Вот, я думаю, что это уже реализуется даже за 2,5 недели. Вот, и такое чувство удовлетворенности, что да, так как мы хотели, уже получилось. Спасибо. Хорошего дня. Так, пройдемте во вторую часть второго этажа. Там у нас есть специальные кабинки для разговоров по телефону. Это очень удобно. И также удобно, ну и как бы никого не отвлекает от рабочего процесса, потому что вы видите, что у нас open space, как бы, но при этом шума никакого нет. У нас очень хорошая шумоизоляция. Также вот здесь вы можете посмотреть такая рабочая зона с вот такими вот диванчиками. Здесь у нас есть специальные устройства для подзарядных устройств. Вот. Очень много у нас митинг-румов, то есть кабинетов для проведения переговоров, собраний. Вот как раз таки наши телефонные будки, где сотрудник может зайти, не отвлекая никого, пройти и поговорить по телефону. Да, здесь очень тихо, спокойно, никого не отвлекает и как бы не напряженно очень. Здесь тоже также сотрудник может принести стул, прийти со своими ноутбуками и поработать. Возможно, у нас очень часто проводятся конференц-коллами с другими странами, как раз таки никого это не отвлекает. Он здесь может провести свой конференц-колл, просто, ну, как бы побеседовать. Вот. Также у нас в офисе расположены вот такие вот боксы для сортировки мусора. Сюда мы ложим бумагу, здесь пластик. Ну, как бы, мы как социально ориентированная компания, мы за эко-офис, поэтому мы такое приветствуем. Ну, и как бы призываем всех присоединиться и идти ну, то есть делать те вещи, которые делаем мы за экологию. Вот здесь тоже уже расположены сотрудники, то есть они вот могут здесь посидеть, поработать, провести встречу. Ну, вот как бы можете присесть и посмотреть, как это удобно, да. Вот здесь вот. Да, у нас есть несколько скейтбордов, или как они называются. У нас есть самокаты, у нас есть велосипеды, сотрудники могут спокойно перемещаться от одной зоны к другой зоне. Вот, поэтому вот как-то так это очень активно практикуется. Также, ну вот сотрудники, они здесь работают. Офис яркий, светлый, и я думаю, он создает очень комфортные условия для работы, и как бы даже никто не чувствует вот этот шум, потому что очень хорошая шумоизоляция. Но сейчас мы над этим работаем, на самом деле мы хотим, как бы для сотрудников такое практикуется, мы сами заказываем, наносим логотип на ту или иную вещь, которая нравится сотруднику. Это хотим практиковать внешне, сейчас это в работе, я думаю, что в следующем году мы возьмем это в работу. Спасибо большое, обязательно объявим об этом. Вот, в принципе, это весь второй этаж. Посмотрели, мы можем пройти на третий этаж, и как раз я там расскажу вам, то есть покажем вам рабочие зоны сотрудников, которые закреплены за рабочими местами. Вот. Пойдемте на третий этаж. Такая лестница. Таких лестниц у нас две. Одна получается с одного крыла, а вторая с того крыла. Вот сотрудник, мы не перемещаемся по лифту, хотя лифт тоже есть. Вот. Здесь также рабочие зоны сотрудников. Также митинг-рум. У нас вот такая классная зона с лампочками. Создает такое новогоднее настроение уже в офисе. Очень классное место. Вот такие вот стульчики у нас. Кресла, диванчики, пуфики. Такая зона. Здесь мы можем провести также переговоры, обсудить какие-то рабочие моменты. Вот. Можете показать наши лампочки разноцветные. Очень красивые. В принципе, рабочие места мобильных сотрудников и сотрудников, которые закреплены за рабочими местами, не отличаются. У них такие же рабочие места, как и у всех, но просто
они не передвигаются, потому что есть определенные системы, которые там тяжело переносить, ходить, ну и как бы есть сотрудники, которые работают с большим документооборотом, им тяжело физически это все делать. Вот как раз таки сотрудники, которые закреплены за определенным рабочим местом, находятся расположены здесь. Вот. Кстати, у нас есть своя звукозаписывающая студия. Я могу вам ее показать. В этой студии мы записываем наши ролики, какие-то видео, озвучка к роликам. Вот это все происходит вот здесь вот. Ребят, привет. Извините, что отвлекаю. Мы на 2 минутки хотели показать нашу студию. Мы гордимся ею. Вот здесь вот все происходит как раз таки. Здесь мы записываем как на русском, так и на кыргызском, на английском языках. Вот есть специальные сотрудники. Ребят, пожалуйста, расскажите ваши впечатления. Я думаю, что Талант расскажет нам о своих впечатлениях в новом офисе. Как тебе работает? Вообще круто. Круто? Да, нравится. Правда, мы так долго собирались и устанавливали, а в целом все отлично. Спасибо большое, очень рады. Вот такие вот бинбейги у нас расположены почти в каждой рабочей зоне. Здесь вот можно просто с ноутбуком сесть и поработать, кому как удобно. Вот. Спасибо. Вот такие вот кресла у нас очень красивые. У нас как обычные рядовые сотрудники, так и топ-менеджеры придерживаются того, что никто не закреплен за рабочим местом, и точно так же наши топ-менеджеры, директора, руководители направлений все передвигаются и сидят за разными местами там, где им удобно. Вот такие вот рабочие зоны. У нас как на втором, так и на третьем этаже есть своя кухня. Здесь также есть стационарный телефон. Сотрудник может прийти и поговорить за стационарным телефоном. Вот так вот все расположено. Как я говорила, очень много вот таких вот кабинетов для встреч. В каждой зоне у нас расположены вот такие вот. Также я забыла рассказать о канцелярной станции. То есть у нас у каждого сотрудника за рабочим местом нет своего определенного органайзера, ручек. То есть все необходимое для работы и для сотрудников имеется вот здесь. Можете наглядно показать, как это все выглядит. Здесь вся необходимая канцелярская продукция, необходимая для сотрудника. Это карандаши, кубарики, ручки, файлы, маркеры. Вот это имеется в каждой рабочей зоне. Также награды. Это кухня 3-го этажа. Немного по концепции она отличается от 2-го этажа, но в целом как бы это выглядит вот так вот. Вы можете прям показать ребятам, как на 3-м этаже у нас. Это наша кухня. Это тоже рабочая зона, но она немножко в другой цветовой гамме, но при этом атмосфера. Добрый день, коллеги. Прошу прощения. Тут вот с Чингизом хотят поговорить. Я думаю, что на кыргызском языке. Расскажите, пожалуйста, как вам работается в новом офисе. Как вам работается в новом офисе, как вы себя чувствуете? Ай, жақсы, маған жақсы. Что вам понравилось? Как вам атмосфера и вот вся концепция офиса? Бағасы болған жақсы. Не десем, жерде орындар көп екен. Вот такие вот. Также есть, как сказать, места для уединения, но и здесь как раз можно посидеть. Здесь у нас проходят синхронизации команд. Вот как раз таки сейчас команда рассказывает о своей проделанной работе. То есть отчетность такую ведут. И это все происходит вот на мониторе, все видят, все открыты. Вот. Здесь также наши сотрудники работают. Пойдемте, я вам покажу еще одно место. Также вот можете показать разноцветные митинг-румы. Здесь вот немножко другая, да, такой формат. Вот. Также места для работы вот в неформальной обстановке. Алтынай, пожалуйста, поделись впечатлениями о работе в новом офисе, вот в такой нерабочей обстановке. Как ты себя чувствуешь? Мне очень комфортно, очень все нравится в новом офисе. Спасибо большое. Вот здесь вот вы можете увидеть, как обсуждается между сотрудниками. Есть еще вопросы? Да, мы можем сейчас спуститься на 1-й этаж, я вам покажу. Да, кстати, у нас там еще вот в той зоне осталось паркинг. Да, вот есть еще интересные места. Аптечки, да, у нас в каждой зоне имеются вот такие вот аптечки. Имеются лекарственные препараты, необходимые при первой помощи. Вот, ну и также еще одно интересное место мы хотели вам показать. Пока мы будем идти, вы можете вот охватить, показать еще раз рабочие места наших сотрудников. Насколько, как бы мы одни из первых. Здесь вот наши локеры на каждом этаже по количеству сотрудников, по номерочкам они все разбиты.
Это вот еще одна переговорная, очень удобная. Так. Снова зона с лампочками. Такие вот растения, цветочки у нас есть. Мы будем пополнять еще. Это мы начинаем здесь вот награды наши специальные, слоты для наград, всяких свидетельств. Вот еще аптечка. Вот моя любимая зона. Очень нравится мне эта зона. Это тоже место, которое не закреплено за сотрудником. Любой сотрудник может присоединиться к ребятам и работать. Расскажите, ребят, отвлекитесь, пожалуйста, на секундочку. Расскажите о ваших впечатлениях. Вы постоянно меняетесь? Я могу за день поменять 2-3 места в зависимости от проекта и команды, где я буду работать. Почему ты сегодня сел именно сюда? Потому что здесь тихо, и нужно было поработать с другом. Но нет. Хорошо, а как в целом тебе атмосфера в компании? Ну, это очень хорошо, то, что компания, она следит за тем, чтобы мы, как сотрудники, были друг для друга как команда. То есть, чтобы все знали, синхронно шли к цели, которая была указана на 2018, и сейчас мы уже планируем цели на 2019 год, где мы уже как одна единая команда будем идти нога в ногу. Спасибо большое. Хорошего дня. Так, мы можем... Да, вот здесь вот еще... Хотя мы уже здесь были. Вот как раз таки. Да. Есть вот такие вот кресла, очень удобные. Вы могли не вставать, продемонстрируйте, пожалуйста. Ну ничего страшного. Сотрудники могут вот здесь вот отдыхать, работать с ноутбуком. Очень удобные кресла в новом формате. Давайте пройдемся здесь. Здесь мы не были. Вот такие вот снова кабинки для переговоров по телефону. Как вы уже заметили, очень много вот таких вот мест для работы. И для этого необходимо писать нам на офис @beeline.kg, либо в Фейсбуке. Как только будет собрана группа определенная, потому что каждый день по одному человеку проводить мы физически не можем, поэтому будет собираться определенная группа, скорее всего, и эта группа будет по очередности приходить и ознакомливаться. Добро пожаловать, спасибо большое. Достаточно,